Транспорт – это кровеносные сосуды страны. Именно поэтому вопросы транспорта актуальны почти всегда. Ответы на многие такие вопросы представители отрасли получили на форуме «Транспорт Урала-2018», который прошел 26 и 27 сентября в Уфе. Организаторами форума выступили правительство Республики Башкортостан, Государственный комитет Республики по транспорту и дорожному хозяйству и Башкирская выставочная компания. От года к году форум «Транспорт Урала» собирает лучших специалистов в области транспорта и дорожного хозяйства. Вот и в этом году форум посетили более 700 делегатов из 10 регионов страны. 12 деловых секций дали возможность высказаться почти 100 спикерам. Около 75% участников отметили, что достигли поставленных целей, таких как поиск новых партнеров, пополнение клиентской базы, встречи и переговоры с деловыми партнерами, демонстрация новинок своей продукции. Открывали форум как высокие гости, так и радушные хозяева. Ежегодный форум «Транспорт Урал» является площадкой для обмена информацией и идеями. Безусловно, успех форума – индикатор высокого не только транспортного, но и экономического потенциала Башкортостана. Программа форума во многом отражает основные направления современного развития отрасли и является интересной для профессионалов среды транспорта и дорожного хозяйства. Кроме того, представляет возможность обсудить широкий круг вопросов, связанных с дальнейшим развитием, совершенствованием дорожно-транспортной отрасли. Сегодня нам необходимо стремиться к тому, чтобы повысить конкурентоспособность отечественной транспортной инфраструктуры. Нужно обратить внимание на формирование новых международных коридоров для обеспечения доступности и оказания современных качественных услуг. Основным событием форума стало пленарное заседание, воссоздавая транспортный мост из Азии в Европу. Точки роста. Среди спикеров на этом заседании отметились министр транспорта дорожного хозяйства Республики Удмуртия Алексей Горбачев и специалист по экономическим вопросам отдела транспорта экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана Федор Кормилицын. На заседании были подняты вопросы автомобильных дорог, связывающих европейскую и азиатскую части страны. Сегодня все больше инициатив направлены на развитие перевозок между Европой и Азией, прежде всего сухопутных, наземных перевозок. И ряд наших проектов также относятся к этой деятельности. Поэтому мы были рады поделиться своим видением ситуации с развитием евроазиатской транспортной связуемости и, прежде всего, наземной связуемости. И, кроме того, мы, конечно, и для себя узнали много нового. Особое внимание было уделено и железнодорожному транспорту. В ходе секции, модератором которой выступил начальник Куйбышевской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре филиала ОАО РЖД Сергей Антипенко, были подняты вопросы туризма и перевозок туристов посредством ЖД-транспорта. Там же обсуждались проблемы создания единого транспортно-логистического пространства. Одной из важнейших тем секции стали перспективы развития пригородных перевозок. Мы реализуем масштабные проекты на территории республики, и один из проектов – это проект «Комфортная городская среда» в части городской электрички. Комплексное транспортное обслуживание жителей на территории Республики Башкортостан. Я думаю, что мы к следующему форуму выстроим модель и проектных офисов, и кластерной политики в развитии туристических и пассажирских перевозок. Можно увеличить пассажиропоток где-то электросообщением, именно имеется в виду железнодорожным сообщением, где-то в 100 раз. Но для этого надо произвести очень большие институциональные изменения. То есть принять ряд нормативно-правовых актов. Надо подготовить предложения для бизнеса. Бизнес совершенно не знает, а что он получит в результате. Эти все предложения позволят непосредственно реализовать успешно данный проект. Перспективы развития и итоги работы дорожно-строительного комплекса стали предметом обсуждения как местных участников форума, так и гостей. Вы знаете, что 7 мая подписан указ номер 204, который четко определил перспективы развития как минимум на ближайшие 6 лет. Шла на федеральном уровне достаточно интенсивная работа все эти месяцы с мая по август. 15 августа в правительство Российской Федерации внесен паспорт национального проекта, который предусматривает развитие региональных автомобильных дорог, новое качество проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». Если в предыдущие годы он работал в 36 субъектах Российской Федерации, то сегодня он расширяется уже на всю страну. И для того, чтобы успешно его реализовать, всем участникам процесса нужно
обсудить все те проблемные вопросы, которые сегодня есть, все те внутренние резервы и наработки, которые есть в отрасли. И такое мероприятие, как выставка и форум, конечно же, этому будут способствовать. Также на форуме выступали представители дорожно-строительного комплекса республики. Большой доклад, посвященный готовности комплекса к новым вызовам времени, представил генеральный директор акционерного общества «Башкиравтодор» Артур Шайнуров. Я с радостью хочу отметить поступательный рост форума и выставки «Транспорт Урала». Очень насыщенная, содержательная деловая программа и представительный состав участников форума. Масштабное мероприятие, которое является открытой дискуссионной площадкой, где представители бизнеса разных сфер и категорий, представители органов власти как федерального, так и регионального уровня и, прежде всего, российские международные эксперты могут совместно обсуждать актуальные вопросы развития транспортной отрасли, где формируются контуры будущего не только отдельно взятой отрасли транспортной, но и всей практически российской экономики. Итоги прошедшего года также подвел председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов. Уверенно растет грузооборот. По итогам первого полугодия в этом году он вырос к аналогичному периоду прошлого года на 8%. Рост есть и на автомобильном, и на железнодорожном транспорте. Как было отмечено Андреем Петровичем, уделяется большое внимание инновационному развитию деятельности и на автомобильных дорогах, и с точки зрения строительства новых объектов. И в этом плане, конечно же, мы стремимся снижать те затраты в тех направлениях работы, которые сегодня осуществляются. В то же самое время решаются задачи, связанные с интеграцией регионов в международную логистическую сеть. В частности, на форуме одной из ключевых задач и одним из основных направлений дискуссии является развитие и воссоздание транспортного моста из Азии в Европу. В ходе мероприятия мы сможем обменяться опытом в развитии дорожно-транспортной инфраструктуры и наметим пути решения многих актуальных вопросов. Особым интересом среди делегатов пользовалась выставка техники, которая демонстрировалась как снаружи комплекса, так и в фойе Конгресс-холла. Одна из экспозиций была отдана новейшим комплексом фото- и видеофиксации правонарушений «СКАТ-ПП». Это наш инновационный комплекс, самая основная функция которого заключается контроль нерегулируемых пешеходных переходов, а именно соблюдение правил дорожного движения на нерегулируемых пешеходных переходах. Как известно, пешеходы являются самой незащищенной группой участников дорожного движения. А наша миссия – сократить или свести хотя бы к минимуму число дорожно-транспортных происшествий. Пилотный проект установлен на Коммунистической улице 49. На текущий момент идет интеграция с городским ЦАФАП. И в ближайшее время комплекс будет работать в штатном режиме. Второй день форума стартовал с технического тура на объекты грядущего восточного выезда, который призван соединить федеральные трассы М5 «Урал» и М7. Строительство тоннеля, берущего свое начало на проспекте Салавата Юлаева, планируется запустить уже в ноябре текущего года. Общая протяженность тоннеля составляет 1249 метров. Из них 1025 метров строится подземным способом, остальное – открытым способом в котловане. Проект восточного выезда включает в себя не только тоннель. В общей сложности это почти 16 километров новой дороги, включая еще один крупный объект – мост через реку с эстакадой. Далее путь пройдет через поселок Дудкино, потом вблизи поселка Федоровка. На пересечении с уже существующей дорогой в сторону Шакши планируется строительство новой развязки. И финальный этап – соединения с трассой М5. Всего на реализацию проекта будет затрачено около 34 миллиардов рублей. Из них 10 миллиардов – это инвестиции частного бизнеса. И как следствие, проезд по тоннелю и новой автодороги будет платным. Второй день также был ознаменован важной секцией по вопросам обеспечения безопасности на автомобильных дорогах Республики Башкортостан. Одним из спикеров на этой секции выступил руководитель службы весового контроля Республики Башкортостан Роберт Загидулин. Мы ежегодно участвуем в этом форуме. К нашему павильону, который мы установлены здесь, всегда большое пристальное внимание. Наши предприятия были созданы в 2012 году. За это время в бюджет республики поступило свыше 3,5 миллиардов рублей. Коллектив молодой, с ним проходит постоянное обучение. Работаем мы совместно со службой ГИБДД, вместе выполняем поставленные задачи.
Еще одной важной темой стали камеры фото и видеофиксации административных правонарушений. Важным изменением в этой области стало то, что с января 2019 года дорожные фонды будут пополняться штрафами за нарушение ПДД. С докладом на эту тему выступил начальник Центра автоматической фиксации административных правонарушений Артур Чингизов. С этого момента достроилась наконец-то объективная часть значения штрафа ГИБДД, который стал по объективному, как я уже сказал, своему содержанию, компенсационной выплатой, предусмотренной законом за нанесенный ущерб такому общественному явлению, как безопасность дорожного движения. Соответственно, теперь стало понятно, что любое нарушение на дороге в случае оплаты назначенного штрафа должно вести к повышению уровня безопасности. Впервые на форуме прошла секция, посвященная воздушным перевозкам. Модератором этой секции стал заместитель генерального директора по коммерческой деятельности акционерного общества «Международный аэропорт Уфа» Олег Медников. В своем выступлении он рассказал о перспективах развития воздушных перевозок и развития международного аэропорта Уфа. Мы рассчитываем по итогам 2018 года достигнуть рубежа более 3 миллионов пассажиров. Поэтому тут вы правы, потенциал действительно раскрывается и темпами опережающими среднеотраслевые. Говоря о реконструкции, болевая точка, безусловно, это прилет внутренних авиалиний. Именно это технологическое звено и будет реконструировано. Причем общая площадь реконструкции, она будет в несколько этажей. Здание выстроено и прилет внутренних авиалиний, и даже часть вылета через телетрапы будет увеличена. В ходе секции под названием «Наука, образование и кадры. Транспортное образование 4.0. Как успеть за трендами государства и бизнеса» рассматривались вопросы развития отрасли в отдаленной перспективе. В том числе особое внимание привлекли инновационные решения в области дорожного строительства. Именно о таких новшествах и рассказал проректор по научной работе Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета Виктор Ушаков. Известно, что в последние годы вся страна и все дорожники будут заниматься вопросами реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги», что предполагает внедрение новых технологий, новых материалов, повышение уровня безопасности дорожного движения, что это важный вопрос не только для Республики Башкортостан, но и для всей страны. По результатам анкетирования участники выставки в общем и целом достигли тех целей, что ставили перед собой. Более 2/3 планируют посетить этот форум в следующем году. Плодотворная работа форума позволила не только завести новые знакомства, но и заполучить выгодные контракты. Все участники и выступающие спикеры обозначили свои задачи и направления. Все прекрасно понимают, что мы движемся в правильном направлении с учетом работы Санкт-Петербургского института транспортных систем, которые рассмотрели маршрутный сеть Республики Башкортостан и которые рекомендовали для применения на межмуниципальных маршрутах и муниципальных маршрутах города Уфы. Завершился форум торжественным подписанием соглашения между Государственным комитетом Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству и Московским автомобильно-дорожным государственным техническим университетом. Налаженные на этом форуме связи лягут ценным приобретением в деле совершенствования дорожно-транспортной инфраструктуры не только Республики Башкортостан, но и всей России.